Еўрарадыё.FM. Прывітанне ўсім слухачам Еўрарадыё. Мы ў жывым эфіры. Госці нашай студыі — гэта Кірыл Голуб, сузаснавальнік адзінай беларускай сеткі бізнес-ангелаў Angels Band і літоўскай сеткі Leadband. Прывітанне, Кірыл. Прывітанне, Павел. І Юлія Няхай, галоўны рэдактар інтэрнэт-праекта Bell.biz. Прывітанне, Юлія. Прывітанне, Павел. Сёння вось у такім саставе мы запускаем сумесны праект Еўрарадыё і Bell.biz, які называецца «Стартапніца». Гэта серыя прамых эфіраў з дзёрзкімі маладымі прадпрымальнікамі, якія будуюць бізнес у Беларусі, і са смелымі інвестарамі, якія дзень і ноч аддзяляюць зерне ад пустазелля і шукаюць, што ж тут можна зрабіць. І я так разумею, на чым зарабіць. Пачаць мы вырашылі не са стартапераў, а менавіта з інвестара. Як бы задаць тон усёй праграме і ўсёй размове. Зараз нас можна слухаць у жывым эфіры Еўрарадыё, а таксама глядзець у нашых сацыяльных сетках ВКонтакте, Facebook і Аднакласнікі, а таксама праз канал на Ютубе. Кірыл, вы сёння галоўны будзеце ў нас герой. Спасибо, Павел. Распавядзіце, калі ласка, як вы дайшлі да такога жыцця, каб стаць інвестарам, бизнес-анёлом и войти во всю эту волтузню со стартапами? Хороший вопрос. На мой взгляд, в большинстве случаев редко кто осознанно, сознательно становится бизнес-ангелом. У большинства моих коллег, и у меня в том числе, это произошло в определенной степени спонтанно. Ну, как это так? Очень просто. Достаточно долгое время работая в IT-индустрии и в сфере электронной коммерции, разработки софта для электронной коммерции, мы так или иначе постоянно пересекались с проектами, зарубежными проектами, профинансированными крупными венчурными фондами на Западе. Аналогично большое количество стартаперов, которое приходило к нам за консультациями, и ко мне лично, и к моим коллегам, у них, естественно, вставал вопрос, а где белорусскому проекту можно взять первичное, самое раннее финансирование. Как только мы с коллегами видели, что проект интересен и основатели мают рацию, возникал вопрос действительно, как им помочь не только советом, но и финансово. Именно таким образом и я, и многие мои коллеги пришли к идее о том, что в Беларуси тоже можно и нужно быть бизнес-ангелом, который помогает проектам на самой ранней стадии. Ну, у меня отказ на пытанне, дзе ўзяць грошы, ён такі на паверхні. Ну, са сваёй кішэні ўзяць, зарабіць, да, там, у бацькоў пазычыць. І гэта не працуе ўжо сёння. Трэба, каб былі бізнес-анёлы. Работает. Это работает и в Беларуси, и в западных странах, и в Америке. Общеизвестно, что первые деньги любой проект получает от 3 F. Это family, friends и fools, то есть дураки, которые в том числе не боятся финансировать проекты на самых-самых ранних этапах. Мне здаецца, што это вельмі крытычна і самакрытычна нават, таму што я так разумею, што пад гэтымі дурнямі у тым ліку разумеюцца і бізнес-анёлы. К счастью, нет. Бизнес-ангельские инвестиции — это следующая стадия, когда денег от 3 F уже не хватает, и приходится идти за теми, кто специализируется на ранних венчурных инвестициях. Юлія, я ведаю, што Bell.biz рабіў даследаванне наконт колькасці і, відаць, якасці беларускіх стартапаў. Як вы ацанілі их колькость зараз? Да, в начале мая мы проводили не в начале мая, но в начале мая мы обнародовали результаты исследования опроса стартап-экосистемы. И мы вообще по оценкам кофаундеров группы компаний Bell.biz в нашей стране работает около 1000 стартапов. В участии в исследовании приняло 214 человек, и мы получили довольно-таки любопытные данные. Их, в общем-то, можно найти на сайте Bell.biz, и мы их анонсируем. Продолжение этого исследования во время Всемирной недели предпринимательства, которая стартует уже на следующей неделе. Данные очень интересны, я не хочу их заранее что-то обнародовать. Приходите к нам на неделю, и это будет очень интересно. Ну, у меня 1000 стартапов, так? Да, у меня тоже есть вопрос к Кириллу, учитывая, что уже зарегистрирован Angels Band. Вообще расскажите немножечко по поводу Angels Band. То есть, да, вы решили стать бизнес-ангелом, вам стало это интересно, и что дальше? Ну, можно, в общем-то, и вкладывать, и денег много потратить.
И Да, ничего не Юлия. заработать, да? Да. Да, Юлия, совершенно верно. После того, как я и ряд моих коллег прошли обучение по программе Business Angels Academy, которая в Беларуси уже 3-й раз сейчас проводит профессор Уилл Кардвелл, он американец, но последние чуть ли не 10 лет работает в Северной Европе, в Финляндии в частности. Это очень интересная обучающая программа, она была инициирована здесь, в Беларуси, компанией BillBiz при поддержке USAID. После того, как мы закончили курс этой академии, я и ряд моих коллег, в частности, Валерий Остринский, соучредитель, инициатор всей белорусской сети бизнес-ангелов, возник вопрос, как работать вместе, помогая друг другу, и как делать это максимально красиво, максимально прозрачно и в полном соответствии, разумеется, с белорусскими правилами и законами. И оказалось, что первым делом крайне рекомендуется настоятельно зарегистрировать общественное объединение, чтобы потом можно было, в том числе и от его лица, действовать. Поэтому вторым, точнее даже первым шагом после завершения обучения, это и была регистрация общественного объединения. Хорошо. Так, зарэгістраваліся, да? І распавядзіце, дарэчы, на якім вы этапе зараз. Всё яшчэ ўкладаеце грошы, ці ўжо ёсць якая-небудзь аддача? Ну, прабачце мне такія пытанні, але мы, журналісты, любім размовы пра грошы. Вельмі любім. Замечательно. Я не уверен, правда, что размову про гроши любят и наши слушатели. Я думаю, что им интереснее, может быть, послушать про историю успеха. Деньги — это не очень интересно. Более того, работа бизнес-ангела, она, будем честными, наполовину это благотворительность. Потому что если венчурные фонды ориентируются на итоговую доходность в 20-25% в годовом исчислении, то для бизнес-ангела, который на самой рискованной, на самой ранней стадии вкладывает не в один, а в 5, 10 и большее количество проектов, для него и 1 или 2 портфельных проекта, которые добиваются успеха и приносят возврат на его инвестиции, это уже хорошо. Поэтому как минимум наполовину это деятельность для поддержки экосистемы, которая не обещает какого-то финансового, тем более кратного возврата. Скажите, атрымліваецца, што адна справа венчурны фонд і іншая справа бізнес-анёлы. Вось там мы 3F, пасля бізнес-анёлы, а пасля венчурныя фонды. Так это працуе? Абсолютно так. Самое интересное, что на самых ранних стадиях эта деятельность сводится в основном к интуиции и к пониманию людей, и соответствуют ли люди той работе и той деятельности, за которую они взялись. Чем дальше, чем более поздние стадии, A-раунды и так далее, тем меньше нужна интуиция и больше нужны расчеты и анализ цифр. Вы сказали пра гісторыі поспеху. Яны ўжо ёсць. Я так разумею, што толькі ў красавіку вы зарэгістраваліся. Да. Так? І Да. гэта прайшло, атрымліваецца, недзе паўгода. Полгода. І ёсць ўжо гісторыі поспеху. За эти полгода самый большой успех, который мы могли ожидать, это набрать достаточное количество участников сети бизнес-ангелов и проинформировать о нашем существовании достаточное количество проектов. Первая часть задачи удалась, на мой взгляд, на ура. Мой коллега Валерий Остринский, который все это затеял и сейчас является председателем правления общества, декларировал, что за год он хотел бы выйти на число 100 бизнес-ангелов, членов нашей ассоциации. Гэта тыя людзі, якія ўкладаюць грошы. Это те люди, которые намерены, хотят и действительно намерены осуществить это желание, то есть вкладывать свои инвестиции в стартапы. За полгода нам удалось собрать 56 членов, и сейчас приема ожидает еще 7 или 8, не помню сейчас точную цифру. Таким образом, можно сказать, что на фантастическую для меня поначалу цифру 100 бизнес-ангелов в Беларуси действительно реально и вполне возможно выйти. С другой стороны, если мы говорим про то, удалось ли нам каждому нуждающемуся в ранних инвестициях стартапу рассказать о своем существовании и о том, что мы не только есть, но и готовы и уже вкладываем деньги, я думаю, что это немножечко преждевременно для оценки. По крайней мере, почти 100 проектов на сегодняшний день в пайплайне у нас есть, значит, что что-то мы успели сделать. Перад перапынкам адкажыце яшчэ на адно пытанне, а ці складана стаць бізнес-анёлам? Значыцца, недастаткова просто прыйсці і сказаць я хочу, да? 7 ці 8 чалавек чакаюць нейкага экзамену ці сумоўя ці разгляда дакументаў.
Як гэта адбываецца? Это не экзамен, это не собеседование, тем более не рассмотрение документов. Это просто несложная бюрократическая процедура, когда правление должно формально в своем протоколе принять, проголосовать за принятие новых членов. А ці паспелі вы адмовіць каму-небудзь з тых, хто жадаў да вас далучыцца? Ці гэта... Нет, таких случаев не было, и я не думаю, что они появятся, потому что люди приходят осознанно и понимая, что и зачем они собираются делать. Ну, яшчэ не магу не задаць пытанне. Вось вас на дадзены момант больш за 50 чалавек. Калі каму-небудзь з вас падабаецца нейкі праект, і нават ён, напрыклад, падабаецца 3 бизнес-анёлам, як вы его поделите помеж собой? Вот здесь и начинается венчурная магия, когда нужно не делить проект между собой, а привлекать еще большее количество бизнес-ангелов. Потому что деятельность это рискованная, требующая большой диверсификации, то есть глупо вложить все имеющиеся деньги в один венчурный проект. И самое главное, эта работа требует большого количества общения и обмена экспертизой. Поэтому чем больше в сети участников и чем больше из них заинтересованы в конкретных проектах, тем лучше и успешнее будет их работа. Сябры, вернемся ў жывы эфір Еўрарадыё праз некалькі хвілінаў, якія спатрэбяцца нам на тое, каб праслухаць выпуск свежых навінаў. Юлія Няхай, галоўны рэдактар Белбіз, і Кірыл Голуб, бізнес-анёл у нашай студыі. Пачуемся праз некалькі хвілінаў. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Вітаю, каротка пра асноўныя падзеі на гэты час. Кіраўніца МЗС Аўстрыі Карен Кнайсль адмяніла паездку ў Расію за затрыманне адстаўнога аўстрыйскага вайскоўца па падазрэнні ў працы на расійскую разведку. Пра гэта абвясціў сам канцлер Аўстрыі Себасцьян Курц. Прадстаўнікі расійскай амбасады ў Аўстрыі былі выкліканыя ў МЗС сёння. Кнайсль збіралася наведаць Маскву на пачатку снежня. Нагадаю, раней яна запрашала Пуціна на сваё вяселле, танчыла з ім і зрабіла перад ім глыбокі рэверанс, чаму абуралася аўстрыйская прэса. Дэмакратычную актывістку з Гомеля Алену Луцковіч падазраюць у крадзяжы з Еўраопта. Гомельскія праваахоўнікі апублікавалі відэа, на якім актывістка ходзіць уздоўж гандлёвых радоў і нешта кладзе нібыта ў сумку. Сюжэт паказалі на мясцовым тэлебачанні і заклікалі ўсіх, хто пазнаў гераіню, адгукнуцца. Смешна, кажа Алена, калі хто-небудзь мае пікет ці акцыю, то міліцыя знаходзіць мяне адразу, а тут 3 месяцы шукала. Я не разумею, на што ім трэба мяне ганьбіць. Канец цытаты. Спадарня Луцковіч заяўляе, што нічога не крала. Відэа змантаванае. Універсам «Цэнтральны» прадаюць амаль за $10 мільёнаў абвестка з умовамі продажу. Крамы на праспекце Незалежнасці 23 з'явілася на сайце Куфарба яшчэ 30 кастрычніка. Самую краму прадаюць з лета, але пакуль пакупнікоў не знайшлі. У Беларусі ўжо другі дзень трымаецца густы туман, бачнасць не большая за 40-100 метраў. Пры такіх умовах надвор'я самалёты прызямляюцца досыць рэдка і затрымка складае ад 1 до 6 гадзінаў. Еўрарадыё.FM.
Вяртаемся ў жывы эфір еўрарадыё. Гэта стартапніца, новы праект прысвечаны дзёрзкім маладым прадпрымальнікам і смелым інвестарам, якія ў гэтых прадпрымальнікаў вераць. У нашай студыі першыя госці гэта Кірыл Голуб, сузаснавальнік адзінай беларускай сеткі бізнес-анёлаў Angels Band і літоўскай сеткі Lead-Band. Яшчэ раз прывітанне, Кірыл, і Юлія Нехай, галоўны рэдактар Белбіз. Дарэчы, стартапніца — гэта сумесны праект Еўрарадыё і Белбіз. Юлія, ведаю, што ў цябе ёсць пытанне. Прабач, калі ласка, што я вось так нахабна на правах журналіста Еўрарадыё увесь час кажу. І мы, я так разумею, вяртаемся да гісторыі першых крокаў бизнес-анёлаў у Беларуси, Angels Band. Павел, дякую. Мне просто кажется, что это было бы интересно услышать для слушателей, наших читателей. Хотелось бы, чтобы Кирилл рассказал, что сделано за это время, в частности, про одну инвестицию, про стартап Lang Passport, потому что слушатели лучше поймут вообще, как все это дело работает. То есть эта инвестиция, она была летом, по-моему, в июне-июле вы анонсировали сделку. В июле. Давайте Кирилл будет распределять. Да, спасибо, Юля. В июле. Это первая сделка, которая была сделана с участием членов Angels Band, и это первая в Беларуси сделка, которая использовала при структурировании положение декрета, допускающее конвертируемый займ. Это действительно знаковое событие, потому что впервые опробован был этот механизм. А как это происходило? Очень просто. Приходит один из бизнес-ангелов и говорит коллегам: ребята, есть чумовой стартап. Пока он не уехал искать деньги за рубеж, нужно начинать финансировать его здесь и нашими с вами белорусскими деньгами. Кто со мной? И здесь начинается венчурная магия. А что за проект? А что они делают? Сколько денег им нужно и по какой оценке? Но эта венчурная магия сварилась очень быстро, и 7 инвесторов очень быстро пришли к совместному решению, что этот проект можно и нужно профинансировать. То бок не трое, як я казаў, да? Пачынаюць сварыцца за тое, чый гэта проект, а сабралося 7, і вось як далей гэта адбываецца? Основную работу берет на себя так называемый лид-инвестор, то есть человек, который отвечает за взаимодействие и с проектом, и с юристами, и берет на себя основную работу по организации этой сделки. Остальные 6 консультуют? Консультируют, обмениваются мнениями, естественно, присоединяются деньгами, но самое главное, поддерживают и подбадривают друг друга, потому что, будем честными, рисковые венчурные инвестиции на ранней стадии — это в определенной степени стадная работа. То бок, калі ты не один, табе это рабіць прасцей. Однозначно. А што гэта за стартап? Распавядзіце нам, калі ласка, на якой ён зараз стадии? Учитывая, что я не являюсь лид-инвестором, я могу рассказать очень поверхностно. Это проект, который с помощью белорусских медиков занимается разметкой датасета звуков в легких, как у взрослых, так и у детей. Кашля. Да, в первую очередь, конечно, это кашель, какие-то хрипы. И дальше проектирует и электронный стетоскоп, и софтверную программную часть, которая определяет, в допустимых ли пределах находятся звуки в ваших легких, или там какая-то определенная подозрительная патология. Проект безумно интересен именно с точки зрения того, что там звуки, и коллеги, которые работают над проектом, надеются в ближайшем будущем обойтись без электронного стетоскопа, не теряя при этом качество распознавания. То бок, будучыня прыйшла, ты прыкладаеш телефон да сэрца, умоўна кажучы, да? Ці вось да гэтай вобласці, дзе лёгкія, ён отбывается магия, Павел, раз, совершенно верно. В идеале это должно работать именно так, и, скорее всего, рано или поздно оно так работать будет, потому что любой стартап — это конструирование будущего. Делать то, что уже есть, бессмысленно и неинтересно. И это робяць беларускія хлопцы и дзяўчаты с нами по улицах по одной. Совершенно верно. Круто. Гэта стартап мог з'ехаць з Беларусі, да? В первую очередь этот проект мог обратиться и получить деньги за пределами Беларуси. Конкретно у Lang Passport на первом этапе финансирования так и произошло. Еще в прошлом году они взяли деньги у российского фонда, который базируется, если я не ошибаюсь, в Санкт-Петербурге. Но мы рады, что продолжить финансирование он смог у себя на родине, у нас в Беларуси. То бок, самые непосредные и самые ближайшие конкуренты белорусских инвесторов — это российские инвесторы. И не только.
Мы фактически окружены венчурными деньгами от наших ближайших друзей и из Польши, и из Прибалтики, и из России. С Украиной немножечко сложнее, но и там денег венчурных больше, и достать их легче, чем здесь в РБ. І ўсе гэтыя фонды яны уважліва манітораць тое, што адбываецца ў Беларусі. Вне всякого сомнения. Присылают своих представителей, скаутов, внимательно следят за каждой конференцией и за каждым митапом, держат руку на пульсе, причем очень активно. Они хотят стать, извини, Павел, хотят ли они, проявляют ли они интерес к тому, чтобы стать членами Angels Band? Ведь вы сами, в общем-то, сооснователь Lead Band. Мы активно приглашаем наших российских и украинских коллег. Пока есть только несколько потенциальных людей, которым это потенциально интересно, но я должен подчеркнуть, что мы не прячемся и не делаем тайны из тех проектов, которые проходят через нашу оценку от наших соседей. Поэтому так или иначе, но фонды и заметные бизнес-ангелы, они знают о тех проектах, в которые мы инвестируем или планируем проинвестировать. А еще вот расскажите, пожалуйста, о том, почему вообще важно дружить с коллегами из других из других сетей бизнес-ангелов и прочее. Как вообще вот этот вот путь от инвестиций бизнес-ангела, потом, возможно, акселератора к фонду и, собственно, к экзиту? Вот. Почему важно дружить? Да, венчурная деятельность и и создание стартапа, и его финансирование, и последующий экзит — это только и исключительно про нетворкинг, про общение и обмен информацией о тебе или об интересующих тебя объектах. Поэтому чем больше твоя сеть, чем больше у тебя знакомых, которые тебе доверяют и хотят, и готовы с тобой работать, тем более успешным ты будешь. Ну, у вас уже какая сеть? Трудно сказать, Юлия, какая сеть у нас в целом. У меня лично большое количество контактов, потому что я очень много времени трачу на поездки по мероприятиям и в Европе, и в России. Если вот эту мою сеть связей умножить на 50 с лишним участников Angels Band, то я считаю, что достаточно, чтобы в Беларуси вырастить не 1 и не 10 проектов мирового уровня в ближайшие несколько лет. А вот как, кстати, в этом смысле вообще изменилась ваша жизнь после того, как вот в нее вошло ангельское инвестирование? То есть насколько часто вы куда-то ездите и прочее? То есть до того, ну, в принципе, у вас до сих пор есть параллельно свой собственный бизнес. Вам тоже необходимо быть включенным. Да, Юля, действительно, это вопрос не то чтобы больной, но заметный, потому что, будучи руководителем и соучредителем IT-компании, я был уверен, что у меня много коммуникаций. После того, как мы занялись венчурной деятельностью, оказалось, что коммуникаций у меня было всего ничего. Сейчас их примерно в 5-6 раз больше и почты, и общения в мессенджерах. Это действительно задача, которая отнимает много времени, но, к счастью, она приносит и массу удовлетворения, и того, что называется фан. Поэтому я могу сказать, что жизненный баланс у меня улучшился, и жить стало интереснее. Ну, так вопрос о том, к чему предприниматель должен быть готов, если вот он подумывает о том, что, возможно, мне хотелось бы заняться ангельским инвестированием. То есть нужно быть готовым к чему? Нужно быть готовым уделять этому достаточное количество времени. Конечно, это не full-time job, это не полноценная работа, но 15-20 часов в неделю это отнимает. 15-20 часов в неделю. Палова працоўнага дня. А не, якое там палова працоўнага тыдня? Фактично стандартного, такого 40-годинного. Не соглашусь с вами, коллеги, потому что у бизнесмена и предпринимателя отнюдь не стандартная 40-часовая неделя. Так что это примерно треть времени, да. Пришло пытанне ад нашага гледача ў Фейсбуку. Скажите, занимаетесь ли вы инвестированием в утилизацию и вторсырье? Пытается Дмитрий Аляхнович. Вот я не зусім разумею гэтае пытанне. Інвеставалі вы ў стартапы, якія у проекты, якія займаюцца утилизацией и вось перапрацоўкай? Это правильный вопрос, и, к сожалению, я должен ответить, что пока похожие проекты, они находятся немножечко за пределами наших инвестиционных интересов. Дело в том, что венчурные проекты, они характеризуются быстрой масштабируемостью. Почему они требуют большого количества инвестиций? Именно потому, что инвестиции позволяют проектам очень быстро расти. К сожалению или к счастью, но только проекты, связанные с IT-сферой, с интернетом, с разработкой программного обеспечения, они в полной мере отвечают этому критерию масштабируемости. Увы. То бок сёння менавіта IT
з'яўляецца такой пляцоўкай, якая дазваляе хуткі рост. И это неудивительно, потому что мы с вами уже сегодня и последние лет 10 просто окружены программным обеспечением, и без него не происходит вообще почти ничего в человеческой деятельности. Я б дадал нават, што эта галіна развіваецца. 10 гадоў таму не было смартфонаў, яшчэ ці амаль не было. Зараз мы разважаем про тое, як прыкладаць смартфон до грудзей, да, и слухаць, што там адбываецца. С другой стороны, если мы вспомним одну из моих любимых книг Стругацких «Понедельник начинается в субботу», еще в 1962 году говорилось о том, что всем нужен программист, но не абы какой, а не балованный. И, да, это был Прывалаў, памятаю прозвішча, але не памятаю. Так, Александр Прывалаў. Александр Прывалаў. У мяне, у прынцыпе, таксама назапасілася некалькі пытанняў. Калі замежныя венчурныя фонды прыглядаюцца стартапам, можа, і недалёка такая сітуацыя, калі беларускі венчурны фонд ці асацыяцыя бізнес-анёлаў, сетка бізнес-анёлаў інвестуе ў які-небудзь замежны стартап? Калі мы побачим такую новину в медиах, как вы думаете? Я бы не называл это новизной, потому что так или иначе белорусские бизнес-ангелы участвуют в финансировании и зарубежных стартапов в том числе. Не в последнюю очередь поэтому я выступил соучредителем и литовской сети бизнес-ангелов. Опять же, в венчурном мире границы — это очень условная штука. Главное — иметь возможность понимать культурный код другого венчурного инвестора или стартапа, с которым ты собираешься работать. А географическое положение, чем на более высокой стадии развития находится проект, тем меньшую роль оно играет. Так, значится, в принципе, нема межаў, да? Ну, такая выснова. Пока граница естественная, это граница атмосферы нашей планеты Земля, но может быть лет через 50. А што я не дагаварыў у минулой частцы? 1000 гэта ацэнка Юліі. Да. Колькі, на вашу думку, у Беларусі стартапаў? Ці робіце вы свае такія даследаванні? Да, это нельзя назвать исследованиями, это даже нельзя назвать глубокой аналитикой, потому что практиков в меньшей степени интересует количество существующих проектов вообще. По моим оценкам полгода назад количество белорусских проектов, готовых к инвестициям в том или ином виде, составляло несколько сотен. 200-300, может быть. С учетом того, что за полгода, с учетом того, что за полгода мы посмотрели и так или иначе оценили почти 100 проектов, может быть, реально их число приближается к 500, вряд ли больше. Вось мы кранули такую тэму, як тое, што інвестары, бізнес-анёлы сочаць за рынкам, вывучаюць, ходзяць па канферэнцыях. А давайте паглядзім на гэта з іншага боку. Як стартапу, вось гэтай купкі маладых людзей і дзяўчат, безумоўна, звярнуць на сябе увагу інвестара? За што вось вашае вока чапляецца, да? Чым можна вас прывабіць? Здесь очень простой ответ, и он описан в массе публикаций. Первое и самое главное — это большой потенциальный рынок. Подчеркиваю слово «потенциальный», потому что на ранней стадии крайне сложно оценить, о каком рынке в действительности будет идти речь. Если проект решает маленькую частную проблему на относительно небольшом рынке, то, увы, он не найдет интереса у венчурных инвесторов. Здесь 100% гарантия. Второе — это возможность достаточно быстрого масштабирования. Потому что если мы приведем простой пример, скажем так, потребления кофе и открытия кофейни, то здесь понятно, что о масштабировании речь идет только если это франшиза, причем твоя. И третье, по очереди, но самое главное по важности, это та команда, те основатели или сооснователи, которые способны эту большую идею, большую проблему решить на этом большом рынке. Потому что рынок меняется. Проблема тоже меняется. А вот команда, которая занимается решением, она не меняется, команда фаундеров. Поэтому в первую очередь, как это не банально, инвестиции вкладываются именно в команду. А якія бы вы галіны парэкамендавалі? На якія галіны вось маладым людзям, якія думаюць над сваімі праектамі, звярнуць увагу? Я так разумею, што медыцынская галіна, скажем, спайка IT і медыцыны, гэта перспектыўна, нават мяркуючы па тым, у які праект вы ўжо зараз уклаліся. Кава не перспектыўна. Зараз, калі вы не думаеце, што вы знойдзеце нешта новае, нейкую ідэю, якая будзе маштабавацца за кошт франшызы,
не трэба туды ісці? Што можна яшчэ прывабнага адзначыць? Ці гэта сакрэт? Нет, это не секрет, но говорить об этом я не буду по очень-очень простой причине. Чем больше я буду уточнять и ограничивать что-то, тем больше у нас будет с вами сужаться кругозор, поэтому как раз молодые фаундеры проектов и должны искать те новые потенциальные ниши, где будет сделан их следующий проект. И этим они выгодно отличаются от инвесторов, которые, увы, старше, опытнее, и опыт им иногда мешает. То бок досвед, ён можа быць якраз такі тым грузам, які давіць на цябе і ограничивает, да, тебя перашкаджае. в полете в фантазии или в бизнес-анализе. Ну, вось есть яшчэ одно такое пытанне. Я не ведаю, наколькі своечасова яго зараз задаваць. Праз паўгода пасля існавання праекта бізнес-анёлаў беларускага, да, колькі сделак вы думаеце до конца года закрыць? Я тоже хотела спросить. Ага. Ну, то бок, ці можна вось праз паўгода ўжо закрыць нейкую сделку? Я, як не спецыяліст, увогуле не разумею, да, але, магчыма, будзе гэта, да, ёсць? Да, и более того, уже сейчас близки к закрытию не одна и не две сделки, но нужно понимать, что у нас достаточно длинный процесс инвестирования, и не всегда понятно, в какой момент эта сделка уже закрыта. Но я думаю, что до конца года 3, может быть, 4 достаточно заметных историй мы с вами услышим, увидим, прочитаем о них. Што азначае закрыццё сделкі? Гэта значыць, што праект прыйшоў на такую стадыю, калі яго можна продать? Не ведаю, ці гэтае слово пасуе тут? Нет, все проще. Когда об этой инвестиции и об этой сделке можно сообщить широкому кругу лиц. Вот тогда мы и считаем, что да, сделка закрыта, и о ней можно и нужно объявлять. Сябры, на жаль, час нашага эфіра скончыўся. Ды, я думаю, вам ужо і самім крыху надакучыла глядзець на нашы твары. Кірыл, дзякуй вам вялікі за тое, што прыйшлі. Юлія, аналагічны дзякуй. Да, я думаю, што з вами мы яшчэ пабачымся. Я спадзяюся, што Юлія будзе, так бы мовіць, суправаджаць стартапніцу з боку bel.biz. А з вами, Кірыл, я пабачыўся яшчэ дзе-небудзь, можа, у сакавіку, у красавіку, калі вашай сетцы бізнес-анёлаў споўніцца год, і мы зможам падвесці пэўныя вынікі. Гэта была стартапніца. Нам час сканчаць эфір і слухаць навіны. Пачуемся на Еўрарадыё.